Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В год культурного наследия народов России в Якутии будет уделено особое внимание реставрации исторических объектов. В Якутске планируется отреставрировать реальное училище, мужскую прогимназию и здание музея имени Ярославского. Смогут ли они стать местами паломничества туристов и что для этого необходимо сделать, расскажет наш гость. Руслан Васильев, председатель Совета Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Руслан Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, как же исторические памятники в регионе могут стать местом паломничества для туристов? Ну, вообще вот в настоящее время в нашей республике, в общем-то, направление туризма идет в основном в направлении, скажем, использования наших физико-географических и, скажем, климатических особенностей. Да? Это вот туры на полюс холода, круизы до Тикси, там, да, экстремальные виды туристов, охота, рыбалка, там, ну, в общем-то, вот в этом направлении в основном движется направление туризма. А, скажем, в этом плане Якутск наш, вот, казалось бы, столица республики, она выполняет функцию, в принципе, такого пункта, где начинаются турмаршруты и заканчиваются турмаршруты. В принципе, и туристам остается, скажем, между рейсами какое-то время, может быть сутки, может быть 1,5 суток, это как бы осмотреть город Якутск, его как бы окрестности. Это в основном это у нас посещают Царство Вечной Мерзлоты, музей Мамонта, там, да, вот такие вот объекты. И на этом, в принципе, заканчивается. Да и времени уже у людей не бывает. В этом плане, конечно, огромную роль должны играть именно объекты культурного наследия. Скажем, у нас ведь много не только, скажем, то, что вы сказали, там наши дома, там, скажем, да, вот такие вот исторические, но и у нас ведь много и достопримечательных мест, да, вот скажем, взять те же самые Тулагины-Кельямцы. Там порядка 16 достопримечательных мест, связанные с эпохой Эляя. Это, значит, дорусский период еще, да, это до времен, пока еще не было здесь ни одного казака не было. Но здесь уже проживали люди, была определенная культура, и есть места, связанные вот, с нашим, как его назвать, прародителем народа Саха, Эляем. Да? Это значит, где он проводил какие-то действия свои, там, да? Где он провел первый свой эссех. И, конечно, с этими местами связаны определенные легенды, есть археологические подтверждения тому, и, к сожалению, этот потенциал мы не используем. Да, вот. Поэтому наше предложение, в общем-то, мы должны развивать такое, скажем, это новое направление – геокультурный туризм. Когда, скажем, здесь начинает играть роль человека возникает. Что он делал на этой земле, там, да? Что творил, что создавал, созидал. Там. И вот если мы подходим с этих позиций, то тогда, скажем, долина Туймады начинает уже играть как бы такую существенную роль. То, что я вот сказал, скажем, связанное с эпохой Эляя, там, да? А ведь это, скажем, если мы воссоздадим историческую среду того периода, это же вот начало становления народа Саха, это вот возникает первая, так сказать, деревянная посуда, первые цехи, там, да, и прочее, там, да, это уже интересно, если мы, скажем, обустроим на тех территориях, скажем, вот именно наше якутское жилище, якутские балаганы, такие, значит, вот сейчас модно сказать, кемпинги и прочее там строить, да гостевые дома. А если там гостевые дома будут именно в виде якутских балаганов, ну, скажем, внутренняя часть, она, конечно, должна быть соответствовать современным требованиям. А вот внешний облик, внешний вид, это было бы, конечно, очень здорово. И ведь самое главное сейчас в туризме, это ведь чтобы турист получил определенное впечатление, чтобы он погрузился в эту эпоху. Значит, очень как бы ярким таким моментом в этом плане играет это, скажем, национальный праздник Эсэх. Да, вот. Это же, если когда-то был это городской праздник, затем он уже статус республиканский, сейчас со всей России приезжает, а в последнее время уже приезжает и за пределов, с ближнего и дальнего зарубежья, вот на это событийное мероприятие. Потому что здесь как раз турист, он погружается в ту среду, да? Он начинает участвовать в наших хороводах, во всех мероприятиях, и вот они получают такое, значит, впечатление, мощнейшее впечатление, и они уезжают из Якутии уже, в общем-то, совсем другими людьми. Да, я очень многих знаю, которые
для которых, скажем, праздник Эсэха до того в память входит, что они начинают на мир по-другому смотреть даже. Или, скажем, вот буквально в праздник Эсэх прошли дни Татарстана, да? Вот президент, а сейчас уже глава Татарстана, он когда вернулся к себе на родину, он сказал: друзья мои, мы наш татарский Сабантуй проводим маленько не так. У нас больше в шоу превращается. Вот посмотрите, как Якутия проводит. Глубоко, знаешь, эти вот, когда поднимают корни народной культуры, когда начинают от этого играть, тогда уже все по-другому смотрится. В этом плане, конечно, вот как раз в долине Туймади есть над чем поработать. Или, скажем, вот когда началось освоение, да, вот, русскими казаками, там, да, вот, это город Якутск, это же Острог, да, это была крепость, и здесь тоже своеобразная культура есть. Вот мы сейчас создаем проект «Якутск деревянный залог». Да, вот. На эту тему вышло постановление правительства Республики Саха-Якутия. Сейчас утверждена дорожная карта. Сейчас, в общем-то, есть уже концессионные соглашения, когда дома, старые деревянные дома переносятся на эту территорию. Есть дома, которые уже реставрируются. Вот в этом году, я думаю, к осени уже будут видны результаты. И вот задача наша такая, чтобы вот эти объекты, они были включены в сферу туризма, да, вот, чтобы любой путешественник, турист, который приезжает в наш город, в нашу республику, ну и не только там, скажем, из-за пределов, даже наши жители нашей республики, приехав, они должны почувствовать, что город Якутск, он действительно был, и, наверное, мы должны быть форпост освоения Северо-Востока, даже Русской Америки. Да, это именно с Якутска шли. Самый старый город в Дальневосточном федеральном округе – это город Якутск. И, к сожалению, вот старых домов становится все меньше и меньше. И вот сегодня этот кусочек, последний в Залоге, это вот тот островок деревянного зодчика, который мы обязаны сохранить. Скажите, а предприниматели проявляют интерес, вот, связанный как раз с сохранением истории родного края, расширением богатства, потенциала туриндустрии? Да, вот вопрос, конечно, очень важный и интересный, потому что без, скажем, такого партнерства, да, с предпринимательством, с бизнес-сообществом, это, в принципе, этот вопрос не сдвинуть. Да, здесь, конечно, я вижу так вот, здесь должно быть как бы 3 кита, которые двигают это направление. Это, значит, во-первых, общество должно быть готово двигаться в этом направлении. Второе, это значит бизнес-сообщество, которое готово вкладывать финансовые средства, потому что оно видит как бы потребность общества в этом, да. И третья сила, или третий кит, это, конечно же, власть. Власть должна создавать определенные условия, когда бизнесу становится выгодно вкладывать денежные средства вот в это направление. Это, в принципе, мы сегодня видим, да, вот, на федеральном уровне, когда действительно для субъектов малого предпринимательства, для именно развития туризма выделяются определенные средства, создаются льготные условия там, да, вот, для гостиничного бизнеса и так далее. Да, это вот уже как бы та тенденция пошла. И в этом направлении, конечно, наша республика как бы не должна отставать и тоже двигаться в этом направлении, потому что вот потенциал-то у нас большой. Вот, скажем, мы, то, что я сказал вначале, да, занимаемся, скажем, эксплуатируем наши физико-географические, климатические особенности, вот тот же полюс холода и Мекон. Да, вот, туристы приезжают в Тамтор, дальше посещают Аймекон, как фотографируются. Сейчас дополнительно, скажем, они купаются в речке Куйдусун, да, вот, и там завпечатляют себя, скажем, это очень-то важно и интересно. Но, к сожалению, там вот в стороне оказываются некоторые такие моменты, скажем, недалеко от Аймекона, в нескольких километрах, там стоит и находится усадьба предпринимателя, мецената Кривошапкина. Вот он в городе Якутске долго стояла 5-я школа деревянная, построенная им, очень много таких вот церквей и прочее, которые он содержал. Он даже дорогу на Аймекон содержал за счет собственных средств. И вот сегодня его усадьба стоит, и там и дворовые постройки еще сохранились. А, к сожалению, туристов там нету. Поэтому здесь вот тоже мы должны пересмотреть. А если, скажем,
для туриста важно что? Чтобы он на это место приехал не один раз, а время от времени приезжал, значит, там должно быть всегда возникать дополнительные какие-то услуги, дополнительные какие-то мероприятия, там, да, чтобы ему было интересно увидеть еще что-то. И в этом плане, скажем, усадьба Кривошапкина, она бы могла сыграть вот как раз тот момент, когда для туристов, приехавших, не только они оказались на полюсе холода, но и могли ознакомиться уже с нашим купечеством, с нашим предпринимательством, да, вот именно через эту усадьбу Кривошапкина. Но у нас действительно очень большой потенциал. Скажите, а как же воплотить его в жизнь? Здесь играет роль то, что у нас не хватает кадров. Действительно, надо кого-то обучать или, может быть, некому заниматься этим? Ну, тут просто, я думаю, надо маленько как бы смотреть шире там, да? Мы вот привыкли, довольно-таки, скажем, консервативно подходим. Вот, да, вот полюс холода, Аймикон. Туристы и так едут к нам, да? И действительно, туристы едут, даже встретить Новый год в тот же Аймикон. А вот как бы расширить маленько сферу, об этом, конечно, должна думать и администрация, там района, наслега об этом, да, и те предприниматели, которые занимаются этим бизнесом, тоже должны как-то маленько пошире посмотреть. Или, скажем, вот между Аймиконом и Тамтором, там есть удивительнейшее место, Сергей, которое поставил Кулаковский. Они до сих пор стоят. А он там провел первый эссе для бедноты Аймиконского улуса, да? И это тоже целое направление, когда для туристов можно рассказать о наших просветителях. Да, вот. Видите, как уже тур обогащается, сразу он становится такой многогранный такой, да, вот. Поэтому вот мы должны думать в этом направлении. Или, скажем, вот наши музеи под открытым небом. Да, вот, в принципе, когда турист приезжает туда, группа туристов, ну, им экскурсовод ведет по территории, скажем, Черкесского музея и показывает, в этом доме вот жил такой-то герой, тут школа была Ионова, здесь проживал там наш Полицилин Трощанский, там дом Короленко, там, да, вот, об этом всем рассказ. И как бы они прошлись, посмотрели, где-то зашли в дом, посмотрели утварь там, да, связанная с этими людьми, и все. А если бы, скажем, там, ведь рядом там есть народные коллективы, да, которые могли бы мини-спектакль показать, скажем, если это связано, скажем, с тем же Трощанским, скажем, да, вот, ну вот, зашли в юрту, а там, а ведь он написал несколько книг о Якутии. Вот отрывок из книги, допустим, там им прочитать и воспроизвести, это уже совсем по другим впечатлениям люди бы уходили. Или, скажем, в каком-то балагане сделать гостевой домик, чтобы они могли там переночевать, скажем, да, у Камелька, там все именно в такой интересной юрте. Вот это вот те направления, которые, в принципе, это несложно сделать, но просто надо маленько как бы на секунду подумать и воплотить. Скажем, этим уже занимаются неплохо, скажем, в Намском улусе есть музей земледелия, да? И вот мы там тоже с ними очень активно работаем. И вот сегодня они, скажем, когда туристы приезжают, они с ними, скажем, пекут самое зерно на жерновах, показывают, как мололи, получали муку, да, вот наши предки. И в этом участвуют туристы. Потом запекают лепешки, да, из этой муки. Поэтому для туриста уже он погружается в этот процесс, и для него становится очень интересно. И тогда он не просто как созерцатель, да, а именно человек, который начинает погружается в ту эпоху, начинает действовать, да, и поэтому для него уже другие впечатления. И уже туристы прямо как бы предлагают поехать туда. Благодарю вас, Руслан Васильевич, за такую вдохновляющую беседу. Действительно, очень хочется, чтобы туризм развивался у нас в республике. И те предложения, которые вы озвучили здесь, в рамках нашей с вами беседы, скорее всего, воплотятся в реальность. Конечно. Вот потенциал в этом плане у республики огромный, и есть куда двигаться. Спасибо. Ну, а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.